Ну, действительно, проект очень перспективный. Заглядывать 100 лет, когда мы даже не знаем, что будет завтра, послезавтра, или там через месяц, через год, наверное, очень сложно. И в то же время имеет смысл заглядывать в будущее, потому что если мы не будем фантазировать, если мы не будем предполагать, то тоже не будет ничего. Поэтому через 100 лет, ну, конечно, будет более такие, я думаю, республика будет более развитой в плане того, что не только добывающая промышленность, не только вот эти какие-нибудь отношения, которые имеют у нас в сельском хозяйстве и так далее, более таком развитом виде, наверное. Но, наверное, вечные ценности, которые остаются у людей, наверное, тоже как бы останутся такими же, но все равно на другом технологическом, другом, наверное, уровне. Наш великий философ Алексей Алексеевич Колоковский в свое время тоже писал, что да, действительно, мы через сколько-то лет, наверное, исчезнем, но все равно мы должны идти гордо поднятой головой, что был такой народ сахачей, который был своим языком, своими понятиями, своими обычаями, и мы должны внести свою лепту в общее развитие нашего мира. Но через 100 лет я не думаю, что у нас окончательно исчезнет язык. Конечно, он будет сильно видоизменен. Сейчас уже даже те термины, те слова, которые 100 лет назад были, очень много которых не было. И в то же время активно идет вот всемирная и глобализация, что и английский язык, и русский язык, и другие языки взаимовлияют, и поэтому, наверное, будет другой язык, другие понятия, но все же, я думаю, основа языка останется. У нас республика одна из самых нетронутых цивилизаций территория, которая и сейчас есть. Но со временем, через 100 лет, оно будет освоено. Поэтому все равно мы должны попытаться сохранить именно первозданность, не пытаясь там искусственно воссоздать то, что было, не разрушая. Поэтому должны иметь такие технологии, такой уровень развития, чтобы мы могли это все сохраняя и в то же время внося свою лепту в общее развитие. Но если взять промышленность, я уже говорил, что это не должно быть не только добывающая, но и перерабатывающая промышленность. Наверное, будет, что и в сельском хозяйстве будут большие подвижки, потому что у нас производится чисто экологическая продукция, которая становится востребованной во всем мире. И мы должны, именно сохраняя вот то, что ценится, и вот это надо воспроизводство вот этих вещей, наверное, будет. А вообще, как территория республики, это, наверное, очень большим транспортным хабом, который позволяет осуществлять и мировые перевозки, и общероссийские, страновые перевозки. Но мы должны тоже опять подойти к этому вопросу очень взвешенно и технологично, умно, чтобы мы могли не разрушить нашу природу, нашу экологию. Ну, я думаю, что уровень жизни выровняется. И то, что там есть плюсы жизни в северах, плюсы жизни в сельской местности, это очень хороший плюс. И таких плюсов в других странах очень трудно, наверное, найти, воспроизвести, что-то сделать. Но вы знаете, что, допустим, производство холода – это значительно затратнее, чем производство тепла.
Поэтому, наверное, вот это вещи при уровне развития технологий, наверное, престижно будет проживать именно в холодных местах, именно экологичных местах, именно чистых местах. Чрезмерная урбанизация – это тоже вопрос такой сложный. Поэтому я говорю, что думаю, что все-таки вот развитие и проживание в сельской местности, плюсы проживания в сельской местности, наверное, вот перевешивать. Ну, решение транспортных проблем, решение коммуникационных проблем, наверное, позволит это сделать. Республика все-таки вот одна из самых нетронутых в мире цивилизаций места, и поэтому именно в этих местах более здоровое питание, здоровый воздух, наверное, здоровая питьевая вода. Поэтому, наверное, будет именно из-за этого тоже иметь свои плюсы проживания в местностях, которые не тронуто или сохранено вот этой всеобщей урбанизацией. Поэтому в этом направлении должно быть идти в двух направлениях. Ну, я думаю, что все равно молодежь будет стремиться к городам, стремиться к урбанизации, но старшее поколение или там поколение, которое уже имеет свою специализацию, свое образование и так далее, уже, наверное, будет стремиться жить в такой балансе с природой, балансе с экологией, балансе с чистым воздухом и правильным питанием. Глобализация такой процесс, что она имеет тоже разнонаправленность. Увеличение продолжительности жизни как самоцель – это неправильно, я думаю. Именно должна быть такая именно жизнь, которая более полноценная, более такая, которая дает человеку как бы удовольствие, или, как сказать, выгоду или там проживание, чтобы только достичь какого-то возраста, чтобы просто жить, это, я думаю, не очень правильно. Вот вы упомянули пути великих свершений. У нас проект – это действительно систематизация истории Дальнего Востока, потому что действительно и в советское время, и как бы изучение истории, в частности, вот была роль Якутии, роль людей, которые вот это осваивали, вот это шли, немножко была в другом ракурсе. И почему вот мы изучаем эту историю, почему мы как бы вытаскиваем факты, которые были, это все-таки мы должны гордиться своими деяниями, своими предками, которые освоили этот такой суровый край и помогли России, вместе с Россией развиваться на весь Дальний Восток. Дальний Восток – это 1/3 России. И благодаря якутскому народу эта Россия стала державой, Тихоокеанской державой. И действительно мы в этом плане должны воспитывать патриотов своей Родины, которые любят свою Родину, свою историю, своих предков. Это воспитывается любовь к Родине. Люди должны не стыдиться от своего прошлого. И если они знают свою прошлую историю, они имеют большое будущее. Поэтому проект будет способствовать тому, что люди, молодые люди и поколения, которые сейчас будут более смелее идти вперед, будут иметь базу для своего развития республики, развития страны. Человек не должен быть маргиналом, который без рода, без племени, без родины, как говорится, куда не перекати поле. Именно пожелал бы, чтобы через 100 лет наши потомки знали бы свою историю, своих предков, свою землю, как это было, как это свершилось и как жили
наше поколение и предыдущее поколение.